Ассаламу алейкум, доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня поговорим вроде бы на очевидную тему, но, как оказалось, не для всех она очевидна. Возникают вопросы, а значит, проблематика имеет место быть. Вот смотрите, на днях мне обратился человек, пояснил, что ехал за рулем, остановили сотрудники ДПС, попросили пройти медосвидетельствование, он спешил, он им сказал, что он спешит, и сотрудники ему сказали, что, дружище, все нормально, никаких проблем нету, тогда просто откажись, все, тебе там штраф небольшой выпишут и все. Он переспросил, все ли в порядке, действительно все так ли? Да, все так, никаких последствий нет. Он подписал, уехал, и все. Теперь человек у нас без чего? Без прав, без водительского удостоверения. А вы спросите, а почему так? Почему нет водительского удостоверения? Почему его лишили? А потому что отказ от медосвидетельствования равносилен нахождению в состоянии алкогольного опьянения и влечет санкцию в виде лишения водительского удостоверения. И более того, я вам скажу, если вы повторно совершите аналогичное правонарушение, вас уже привлекут к уголовной ответственности по статье 264.1 Уголовного кодекса России до 3 лет лишения свободы. А теперь, резюмируя, отказ от медосвидетельствования равно нахождению в состоянии алкогольного опьянения. Влечет лишение водительского удостоверения, штраф, административный арест. Повторное совершение аналогичного правонарушения, то есть опять нахождение в состоянии опьянения, либо отказ от медосвидетельствования, будучи уже подвергнутым административному наказанию, либо судимым за совершение дорожно-транспортного происшествия, находясь в состоянии опьянения, влечет уголовную ответственность по статье 264.1 УК РФ до 3 лет лишения свободы. Поэтому ведите здоровый образ жизни, не употребляйте запретное, и будет вам, иншаллах, счастье. Ассаламу алейкум.